Good morning. Доброе утро. Before I will try to explain a little bit about this new idea of BibFrame, I would like to make sure that you understand that I am not a cataloger. До того, как я начну говорить здесь о BibFrame, я хочу сказать, что я не являюсь специалистом в этом деле. So forgive me, those of you who know more about cataloging, that I may be sounding a little bit out of professional ways. Поэтому я хочу заранее извиниться, если вдруг я буду говорить о каталогизировании, и кто-то, кто разбирается в этом лучше, увидит, что, может быть, я что-то не совсем подаю. There is probably about a handful of Library of Congress employees who have a little bit closer idea about this BibFrame concept. И наверняка в библиотеке Конгресса США есть кто-то, кто гораздо лучше разбирается в этом проекте. And the rest of us just pretend that it's such a long, faraway future that we don't really have to understand it deeply at the moment. И я хочу подчеркнуть, что введение этого формата будет происходить еще в отдаленном будущем, поэтому нам не надо очень сильно волноваться, если мы не совсем его понимаем. So let's give it a try and tell you a little bit about what is this project supposed to be. Таким образом, давайте попытаемся разобраться, что предполагает, что представляет собой этот продукт. So, what is the Bibliographic Framework Initiative? Что такое библиографическая рамочная инициатива? A BibFrame, in short, Кратко мы ее называем BibFrame. is the foundation for the future of bibliographic description. Это попытка создать в будущем библиографические описания, That happens on the web, которое будет объединять в себе материалы, появляющиеся в интернет, and in the networked world. Networked world. и во всемирной паутине. It is designed to integrate with and engage in the wider information community. Она разработана с целью интеграции и обеспечения возможности участия в деятельности более широкого информационного общества. And still serve the very specific needs of libraries. И обслуживать весьма специфические потребности библиотек. So the BibFrame initiative will bring new ways И таким образом инициатива BibFrame обеспечит новые подходы, to differentiate clearly between conceptual content and its physical/digital manifestations. и позволить четко разграничить содержание, то есть концептуальную часть произведения, и его физическую, цифровую либо материальную форму. It will also bring new ways to identify information entities Она также позволит определить, предоставить новые способы определения информационных субъектов and leverage and expose relationships between and among entities. и установить связи между создателем и произведением, как оно есть. In a web-scale world, it is imperative to be able to cite library data В настоящее время, живя в глобальном сообществе, у нас назрела необходимость правильно давать ссылки на источники информации. in a way that differentiates the conceptual work Таким образом, чтобы мы различали концептуальную часть, which is a title and author, from the physical I'm details. very sorry. Maybe I should change the position because sometimes I can't hear what you're saying. Okay. Maybe I will stand closer. Okay, sure. Извините, просто не доходит звук, я не слышу, что спикер говорит. So let's start from the beginning of the sentence, right? In a web-scale world, it is imperative to be able to cite library data in a way that differentiates the conceptual work
Значит, в сегодняшнем мире, который получил гораздо более большой масштаб благодаря интернет, нам необходимо при цитировании работы и при упоминании ссылки на работу различать концептуальную часть и физическую. Okay. The physical details about the work's manifestation, which is page numbers, whether it has illustrations. То есть данные, библиографические данные о физической реализации данного произведения, количество страниц, материалы и прочее, копии. It is equally important to produce library data Также одинаково важно производить библиографические данные, so that it clearly identifies entities involved in чтобы они четко показывали, кто был задействован в создании данного произведения, the creation of a resource, кто создавал ресурс, so authors, publishers, то есть и авторы, и издатели, and the concepts, и также создатели концепта, which are subjects то есть тематики, associated with a resource. которые ассоциируются с данным ресурсом. The BibFrame initiative will proceed with a new way to represent and exchange bibliographic data Будучи этой инициативой, BibFrame будет продолжать развивать различные аспекты библиографического описания, которые позволят обмениваться ими. that is now provided by the machine-readable cataloging MARC format. Которые сейчас невозможны при использовании существующего каталога MARC. But with a much broader scope. Но это все будет делаться на более масштабном уровне. As an initiative, it is investigating all aspects of bibliographic description, Будучи инициативой, этот проект исследует все различные аспекты библиографического описания. data creation and data exchange. Создание данных и обмен данными. In addition to replacing the MARC format, Кроме замены формата MARC, this includes accommodating different content models это также включает прием в соответствии, то есть создание возможностей для использования различных форматов и моделей, and cataloging rules, exploring new methods of data entry, а также правил каталогизации и исследования новых методов ввода данных, and evaluating current exchange protocols. а также оценки существующих протоколов обмена данными. So, what is the BibFrame model and BibFrame vocabulary? Что же собой представляет себя модель BibFrame и вокабуляр, используемый в ней? The BibFrame model is a conceptual, practical model that balances the needs of those recording detailed bibliographic description. Эта модель представляет собой концептуальное и одновременно практическое образование, которое пытается сбалансировать интересы тех, кто составляет библиографические описания, The needs of those describing other cultural materials, и тех, которые описывают другие объекты культуры, and those who do not require such a detailed level of description. и тех, кому не требуется такое глубинное, детальное описание. There are 3 high-level classes Существует 3 самых верхних класса or entities in the BibFrame model. в этой структуре. BibFrame work, Первое – это BibFrame произведение, which identifies the conceptual essence of something. которое будет давать информацию по концептуальному аспекту произведения. Next, BibFrame instance, Далее идет BibFrame издание, which reflects the material embodiment. которое отражает, каким образом данный концепт воплотился в жизнь. And then BibFrame item И третье – это BibFrame экземпляр. is an actual copy, physical or electronic, of an instance. Это является реальным существующим экземпляром издания.
The BibFrame vocabulary is the key Вокабуляр, который используется в BibFrame, является ключевым to the description of resources. для использования при описании ресурсов. Like the MARC format has a defined set of elements and attributes, Равно как и в марке был выделен какой-то глоссарий и даны определения основным атрибутам, the BibFrame vocabulary has a defined set of classes and properties. так и в BibFrame является установленный список терминов и описание параметров. A class identifies a type of BibFrame resource, Класс определяет тип ресурса, который используется в BibFrame. much like a MARC field might bundle a single concept. Точно так же, как и в формате марка, там может быть только одно понятие. Properties serve as a means to further describe a BibFrame resource. Атрибуты используются для того, чтобы правильно определять тип этого ресурса. Much like MARC subfields, more specifically identifies aspects of the concept. Точно так же, как под поле в марке указывает более узкую тематику данного концепта. What is BibFrame 2.0? Что собой представляет BibFrame 2.0? When the BibFrame project was initiated in 2012, Когда в 2012 году выступили с инициативой разработать новый формат, it was called simply BibFrame. его назвали просто BibFrame. And supporting model, vocabulary, tools, analysis and experimentation took place. И началась разработка изначальной модели, эксперименты, выработка технического вокабуляра и так далее. Based on that experience, На основании полученного опыта expert advice, community comment, и использование экспертных рекомендаций, а также получение комментариев и обратной связи, and a Library of Congress pilot, это пилотный этап закончился. it was concluded that the vocabulary required redevelopment. И выводы, которые сделали, были следующими. Было понятно, что нужно переработать глоссарий. So the BibFrame 2.0 vocabulary replaces the original one. Таким образом, глоссарий, который мы находим в версии 2.0 BibFrame, он заменяет предыдущий глоссарий. The one that was called BibFrame 1.0. Тот, который назывался BibFrame 1.0. And tools and other supporting components will follow. А далее последовало изменение в инструментах и других поддерживающих компонентах. Now let's see what are the general differences between MARC and BibFrame. Давайте же остановимся и разберемся, в чем существенное отличие формата MARC и BibFrame. As a bibliographic description format, Говоря о формате библиографического описания, the MARC format focuses on catalog records, формат MARC в основном фокусируется на создании записей для каталога, that are independently understandable. которые можно понимать сами по себе. MARC aggregates information about the conceptual work MARC собирает информацию о концептуальном произведении, and its physical carrier, а также о физическом носителе этой информации. and uses strings for identifiers such as personal names, И использует цепочки для определения личных имен, corporate name, корпоративных названий, subjects, etc., тематики и другого, that have value outside the record itself. которые имеют ценность сами по себе вне зависимости от данной библиографического описания. Instead of bundling everything neatly as a record, Вместо того, чтобы сводить все воедино в какую-то одну упаковку и назвать это библиографическим описанием, and potentially duplicating information across multiple records, что потенциально будет вести к дублированию информации во многих библиографических записях,
The BibFrame model relies heavily on relationship between resources. Модель BibFrame полагается на существование связи между различными ресурсами. So it's work-to-work relationship, work-to-instance relationship, work-to-agent relationship. То есть это связи между произведениями и изданиями, а также между изданиями и копиями. It manages this by using control identifiers for things. И для того, чтобы осуществить это, используются специальные элементы управления в виде определителей. For people, places, languages, etc. Они вводятся для людей, для языков, для мест и так далее. Mark employs some of these ideas already, Некоторые эти идеи уже воплощены в Марке. like geographic codes, language codes. Например, там используются коды для географических местоположений, для языков. But BibFrame seeks to make these aspects the norm rather than the exception. Но в BibFrame это правило становится нормой, а не исключением. So in short, the BibFrame model is the library community's formal entry point То есть, если кратко говорить, то BibFrame – это модель для введения данных, входа данных. for becoming part of a much larger web of data, Для того, чтобы эти данные стали потом частью гораздо более обширного формирования данных, where the links between things are paramount. где связи между единицами будут иметь первозначительную важность. Let's move to resource description and access, in short called RDA. Давайте теперь перейдем к описанию ресурсов и также And access. Значит, это название называется «Описание ресурсов и доступ», сокращенный акроним по-английски RDA. So RDA elements will be part of the BibFrame vocabulary. Как мы уже сказали, каждый элемент будет являться частью вокабуляра BibFrame. RDA is an important source of elements in the vocabulary for BibFrame. И вот этот RDA является очень важным источником показателей в формате BibFrame. Even though it generally aims to be independent of any particular set of cataloging rules. Несмотря на то, что изначально он планировался быть независимым от каких-нибудь наборов правил каталогизации. We also expect community extensions to emerge, which will accommodate additional elements. Мы также ожидаем, что возникнут связи между членами сообщества, которые будут также вводить какие-то дополнительные элементы. Using bibliographic data cataloging rules other than AACR2 or RDA in the context of BibFrame. Использование других правил каталога, в отличие от RC2 и RDA. At the moment, work is planned to analyze elements in other cataloging rule sets. В настоящее время планируется провести определенную работу по анализу наборов правил в других наборах каталогизации. And reconcile or add them to the BibFrame vocabulary as appropriate. И либо их привести в соответствие, либо добавить их в соответствующий планируемый вокабуляр BibFrame в зависимости от ситуации. This, along with community extensions, will enable broad use of BibFrame. Это, а также учет того, что планируется популяризация и вовлечение сообщества в работу, будет в очень большой степени определять смысл BibFrame. Now, why a single namespace for the BibFrame vocabulary? Почему в этом глоссарии BibFrame вводится единая позиция для имени? There are many benefits of vocabulary reuse.
Существует очень много преимуществ от повторного использования вокабуляра. But as with many things, there are costs as well that need to be carefully considered. И их надо принять во внимание, в частности, себестоимость или затраты, которые будут возникать при одном или другом подходе. Designing systems that leverage multiple vocabularies И разработка систем, которые повысят производительность за счет использования различных систем вокабуляра, managed by various stakeholders, которые будут управляться важными структурами, которые имеют интерес в этом процессе, is a tricky issue and one that requires careful consideration. является очень сложной задачей и требует очень тщательного продумывания. There are many reasons why namespaces, other vocabularies, Существует много причин, почему позиции для слов, или, иначе говоря, технический вокабуляр, drift over time, технически имеется в виду специальный профессиональный набор терминов, постоянно меняется. a worse example, not found errors, А самый худший вариант – это когда выдается ошибка, объект не найден. and all of these may have an effect on systems. И все это может очень сильно влиять на работу системы. Business acquisitions, economic factors, organizational changes, Комплектация, организационные моменты, покупка и прочие другие социальные явления. changing social interests, etc., Например, изменение социальных интересов и другое. are just a few reasons for causing such change. Являются всего лишь несколькими причинами, которые вызывают эти изменения. Thinking ahead to infrastructure to support the next 40 plus years of libraries, Поэтому, думая наперед и пытаясь изобрести структуру, которая бы обслуживала сообщество библиотекарей на 40 лет вперед, namespace persistence is a key point to consider требование соблюдать позицию, одна позиция для имени является очень важной. when dealing with how best to integrate and invest in vocabulary terms outside of one's community. И особенно, когда идет речь о том, как интегрировать и как распространить терминологию, используемую в системе, для использования сообществами вне этой системы. BibFrame material and components issued by the Library of Congress are in the public domain. Материалы и разработки, которые получены в системе работы над BibFrame, они находятся в свободном использовании. If one uses text from any of the documents, it is customary to make attribution. Если вы хотите использовать какие-то тексты из этих материалов, то желательно указывать to make attribution means to cite, to Yes. mention that. Желательно просто упомянуть источник. To give the source, yeah. So, about transition, when should we move to BibFrame? Ну а теперь о переходе на BibFrame. Когда? BibFrame is far from an environment that you could move to yet. Пока еще нам остается ждать, когда это станет средой, в которую нас пригласят переместиться. The model and its components are still in discussion and development. И модели, и их компоненты все еще находятся на стадии обсуждения и разработки. A very much work in progress. Очень много работы сейчас находится в процессе. When it is more mature, vendors and suppliers will need time to adjust services. И даже когда он будет уже зрелый, все равно потребуется некоторое время, чтобы продавцы и специалисты смогли подумать, как это все приспособить и как на него перейти, To accommodate it. как принять этот новый формат. And then we can expect a mixed environment for some time. И после этого будет какой-то промежуток времени, когда будет использоваться смешанная среда. Now this
The question that most people are probably wondering is, are MARC records convertible into BibFrame? Ну и теперь вопрос, который наверняка у вас у всех существует. Будет ли возможность конвертировать MARC в BibFrame? For the BibFrame 1.0 vocabulary, we provided a conversion tool. Для версии BibFrame 1.0 был предоставлен инструмент конвертации. And for 2.0, we will be providing specifications and downloadable software, tools and services. А для версии 2.0 будут предоставлены спецификации, а также инструменты и услуги, и сервисы, которые можно будет скачать. In the future, other community-provided tools and services А в будущем другие инструменты и сервисы, разработанные сообществом, will help community members to transform and move their data from MARC to BibFrame. будут помогать членам этого сообщества трансформироваться и переходить на платформу, в среду BibFrame. So, is it possible to reverse it, getting MARC records from BibFrame resources? Можно ли сделать обратную каталогизацию, то есть перейти из BibFrame на MARC? Not at this time. Не на данном этапе. In the future, when descriptions begin to be exchanged in BibFrame, В будущем, когда библиографические описания будут обмениваться в формате BibFrame, there will be utilities that provide transformation to MARC for organizations needing MARC for some of or all. будут разработаны специальные утилиты, которые позволят делать обратную конверсию с BibFrame на MARC для тех организаций, которые по каким-то причинам будут предпочитать использовать MARC. Presently, we are focusing on the BibFrame model, В данный момент мы фокусируемся на разработке модели BibFrame, needed vocabulary, на глоссарии, вокабулярий, который нам нужно использовать, and required exchange mechanism. и также механизмы обмена, которые потребуются. Only after those elements have sufficiently stabilized, Только после того, как эти основные элементы будут достаточно стабильными, would attention turn to a BibFrame to MARC transformation. мы начнем заниматься вопросами разработки утилит для трансформации BibFrame в MARC. How will users, systems, organizations exchange or transfer BibFrame resources? Каким образом пользователи, туда же входит система, организации, будут обмениваться, либо передавать ресурсы по формату BibFrame? This is an active area of exploration at this time. В данном случае в этой сфере ведутся очень активные исследования. The widely uses communications protocols Они используют активно протоколы передачи данных, will be adapted and new internet-based protocols will be hospitable to bibliographic data. и также пытаются обеспечить, чтобы новые протоколы передачи данных, они были как бы гостеприимными к новым данным. The question is, BibFrame seems to be concentrating on mapping MARC fields Еще один вопрос. Кажется, что BibFrame в основном сосредоточен на заполнении полей, которые существуют в MARC. Isn't this a new format instead of repackaging an old one? И в связи с этим вопрос, является ли BibFrame новым форматом или это просто новая упаковка старого формата? The mapping activity is grounded on the premise that the millions of existing MARC records need to be able to be transformed. Значит, введение вот этой системы заполнения полей продиктовано тем, что уже существует масса библиографических записей, созданных в MARC, и эти данные уже введены. Into BibFrame resources. И их надо будет переводить потом в ресурсы в формате BibFrame. But BibFrame as a format
is very different from Mark. Но по сути своей формат BibFrame очень сильно отличается от Mark. This can be seen from the difficulty of the mapping. И это можно увидеть на примере сложности заполнения полей. One factor that brings the data together is the new library cataloging rule set. Один из факторов, который позволяет свести все воедино, это новый набор правил формирования каталогов. Resource Description and Access, RDA. Это то, что уже упоминалось, RDA, описание ресурсов и доступа. Mark has been adapted to carry RDA data. Марк был приспособлен для того, чтобы выполнять, чтобы нести данные по этим правилам RDA. And BibFrame is being developed with RDA data as a prominent content type. И BibFrame также развивается, признавая, что RDA является очень важным типом содержания. Both Mark and BibFrame accommodate data recorded by other rules. Оба, и BibFrame, и Mark, содержат также данные, которые получены, применяя другие наборы правил. But the cataloging rules give them similarity. Но правила каталогизации обеспечивают их схожесть. The packaging is not of Mark data, but of cataloging content data. Таким образом, сходство упаковки, оно не связано с Марком, а связано с каталогизацией данных содержания. On the library's website, На странице библиотеки under loc.gov/bibframe, по адресу loc.gov, да, наклонная library, наклонная BibFrame, you can find more information about the early testing and feedback. можно найти больше информации о том, как проводилось тестирование на начальных этапах и какой ответ, обратная связь была получена. There are also implementation testing tools and downloads available. Также там имеются инструменты по тестированию, которые можно скачать. Now, a little bit about the BibFrame training. Теперь at the несколько library. слов о подготовке к использованию BibFrame. In August 2015, В августе 2015 года the Library of Congress began testing BibFrame for bibliographic description through a pilot project. Библиотека Конгресса США проводила экспериментальный проект по тестированию библиографических описаний. 40 Library of Congress catalogers participated in the pilot. В этом экспериментальном проекте участвовало 40 библиотекарей with instruction by 4 staff members and the Cooperative and Instructional Programs Division. Которым были даны четкие инструкции сотрудниками, которые работали в кооперации по этому проекту, и также из отдела по проведению тренингов. The LC BibFrame pilot tested bibliographic description in multiple formats and in multiple languages. Этот проект произвел тестирование библиографических описаний в различных форматах и на различных языках. The training pilot participants consists of the 3 modules. Тренинг состоял из 3 модулей. Module 1, Introduction to the Semantic Web and Linked Data. Первый модуль был посвящен введению в семантическую сеть и в связанные данные. The purpose of this module is to introduce the semantic web
linked data concepts and some basic tools. Цель, которую ставили перед этим, ввести понятие семантической сети, семантического интернета, если можно так сказать, и инструментов, которые там пользуются. The course will discuss the role of semantically linked data in creating useful web services. И здесь проходило обсуждение семантически связанных данных и их использования для создания особых сервисов. And connecting datasets on the web. А также понятие, как наборы данных связаны между собой в сети интернет. The module will provide a very basic overview of the terminology. Этот модуль предлагает общий обзор терминологии, Terms and tools used for semantic web applications. Специальных терминов и использований и инструментов, которые используются для разработки приложений к семантическому интернету. Module 2 is Introduction to the BibFrame tools. По второму модуль второй был посвящен введению в инструменты, используемые в BibFrame. Self-paced online instruction with a specified time frame for completion. Он проходит в форме автономного обучения, в котором ставятся определенные временные рамки для завершения, и каждый учащийся может или слушатель может двигаться в своем ритме. Followed by a classroom discussion. По завершению проводится обсуждение в классе. This model contains assigned readings and videos. В плане заданий в этом модуле даются задания по чтению и в форме видео, that reinforce concepts introduced in Module 1. Которые усиливают, позволяют глубже понять понятия, которые были введены в первом модуле. And finally, Module 3. И, наконец, третий модуль. Using the BibFrame editor for bibliographic description. Использование редактора BibFrame для составления библиографических описаний. So the purpose of this module is to introduce LC BibFrame Pilot to participants. Целью этого модуля является ввести пилотный проект библиотеки Конгресса по BibFrame в понятие в обиход учащихся. To the BibFrame editor and RDA profiles that will be used in the pilot. И для того, чтобы они понимали, как пользоваться редактором, который в дальнейшем будет использоваться в экспериментальном проекте. All those modules shortly described are available on our website. Все эти модели, которые я сейчас вкратце описала, доступны на нашем сайте. And they are offered with slides, manuals, exercises, online quizzes. Они доступны в полном масштабе, то есть там есть описание, там есть планы, вопросы, ответы и так далее. Весь набор учебных материалов. There are also 2 BibFrame PowerPoint presentations available there. Также на сайте выложено две презентации в PowerPoint, describing current exercises and которые описывают то, что делается в настоящее время, and implementations, и их применение, and reports and assessments. а также отчеты и также оценки. So I invite you to log on to the Я предлагаю вам залогиниться по адресу www.loc.gov/bibframe. наклонная BibFrame. I hope I didn't confuse you even more. Я надеюсь, что моя презентация не запутала вас еще больше. Please keep in mind that this is a very basic concept, that it's still under development. Пожалуйста, помните, что на данном этапе разработки находится на проработке самого основного концепта.
And концепцией этого формата. And very much for the future generation. Thank И you. он будет разработан для использования в будущем. Thank you Спасибо. very much.